Доброе утро, Якутия! Начинаем новый день вместе. С вами Вероника Тамтосова. Каждый новый день нужно начинать с нами на Якутия-24, и он непременно будет удачным. И что же сегодня мы вам покажем? В крупных городах мира начали открываться рождественские ярмарки, а в Германии местный Санта-Клаус развлекает посетителей океанариума, а также кормит рыб. И не просто рыб, а акул. Из мировых новостей перейдем к нашим, и тут поделимся новостями из Ленска, где недавно прошло мероприятие, посвященное празднику Новый год. Традиционно дадим несколько полезных советов в рубриках «Мой доктор», «Советы стилиста». Расскажем, какие сегодня даты и события, а в гостях нашего сегодняшнего эфира станут специалисты из офиса «Мои документы», а во втором блоке поговорим о научно-практической конференции «Достижения проблемы ветеринарии», который начнет работать уже сегодня. Так что у нас много всего интересного. Оставайтесь вместе с нами в хорошей компании. Начинайте утро на Якутия-24. Напоминаем, что все самое интересное в нашем телеграм-канале. QR-код вы видите на экранах. Можете перейти, подписаться и быть в курсе всех последних новостей. Также напоминаю, что если у вас есть интересные новости, вы хотите поделиться замечательными видеоматериалами, то смело присылайте их на наш электронный адрес. Обязательно все посмотрим и самое интересное покажем в эфире. Ну а прямо сейчас последние новости, которые помогут вам подготовиться к этому дню, это, конечно, прогноз погоды. В центральных районах температура воздуха сегодня минус 45, минус 53 градуса, в заречной группе 45-52 градуса холода, в южных 37-39 ниже нуля, в Вилюйской группе 46-49 градусов холода, в Нижнеленских минус 38, минус 47, в западных 43-46 ниже нуля, в Колымо-Дигирской группе Улусов температура минус 23, минус 49, в Янских 28-37 холода, на северо-западе минус 16, минус 30. В Якутске температура воздуха в 6 часов утра составила 45 градусов холода. Дорогие родители, будьте внимательны, актированный день. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столпа. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Туман, ветер слабый, температура днем минус 42, минус 44 градуса. Всем еще раз доброго утра. Уверяю, день обязательно будет хорошим, а ведь вера в лучшее – это самое главное. Согласно данным опроса ВЦИОМ, большинство россиян уверены в завтрашнем дне. Это 59%. Из них 18% выразили полную уверенность, об обратном сообщили 39% опрошенных. Также ответы респондентов варьируются в зависимости от материального положения. Граждане с высоким достатком в 3,5 раза чаще заявили о своей уверенности в завтрашнем дне, чем те, кто оценивает свое материальное положение как плохое и очень плохое, соответственно, 76 и 20%. Также опрос показал, что чувство уверенности в завтрашнем дне основывается на наличии работы 22%, материальном достатке 19%, в семье, детях, друзьях, благополучии в семье, поддержке и помощи родных и близких 17%, нормальной обстановке в стране, стабильности 11%, вере в себя, на собственное здоровье и здоровье близких, это по 9%, социальные политики, государство, доверие правительству всего 7%. Более трети россиян признались, что думают о своем будущем с уверенностью и оптимизмом. 37%. 30% с беспокойством и тревогой. Примерно столько же не испытывают ни того, ни другого. Индекс тревожности, демонстрирующий настрой россиян в отношении своего будущего, составляет 45 пунктов. Желаю вам непременно приобрести уверенность в будущем. И теперь вы точно знаете составляющие этой уверенности. А мы спешим поделиться последними новостями. Коллеги, доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Всероссийский день волонтера отметили в Якутии. Большое количество волонтерских движений расположены по всей республике. Например, в Нерюнгре, в Якутске, в Ленске, которые активно помогают бойцам спецоперации. Молодежный совет отделения соцфонда России по Якутии тоже присоединился к волонтерскому движению. В свободное от работы время они плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи. В среднем на изготовление одной сети уходит 2-3 дня, а за 2 недели было собрано более 300 свечей. Каждый член волонтерского движения бескорыстно помогает своим землякам и способен призвать окружающих присоединиться к волонтерским движениям. Я нашла организацию «Добровольцы», которые находятся на Короленко 6, и они сказали нам, что могут предоставить материалы. Сами сети непосредственно и ткань. И даже они помогали нам, они предоставляли нам куски обрезанных тканей. Нам даже не надо было ткани резать.
Поэтому мы очень благодарны волонтерскому движению «Добровольцы», который находится на Короленко 6. В Национальной библиотеке провели круглый стол под девизом «Увековечение памяти защитников Родины. Наш святой долг». Гостями мероприятия стали родственники и земляки легендарной летчицы Веры Захаровой, героя соцтруда Валерия Кузьмина, легендарного снайпера Ивана Кульбертинова. Также собрались краеведы и члены землячества Алекминского района. Потомки храбрых сынов и дочерей Якутии рассуждали о формировании гражданственности и патриотизма на примерах героизма и храбрости участников Великой Отечественной войны. Аэропорту города Алекминска мы хотим, то есть желаем присвоить, чтобы присвоили имя Валерия Ильича Кузьмина. А еще школе, Дельгейской школе присвоить имя братьев Кузьминых. Еще желают родственники выпустить книги о них. Мы хотим комплексно изучить всех этих героев алекминчан. Официально открыт второй республиканский этномедиафорум, организованный Министерством по внешним связям и делам народов Якутии и Домом дружбы народов. Данный форум – это диалоговая площадка, нацеленная на поиск и разработку наиболее эффективных стратегий по сохранению этнического, культурного наследия и народных традиций, а также продвижению идей патриотизма. На форуме участники обсудят 5 основных тем: медиа как среда, формирующая реальность, освещение культурного многообразия в современных детских медиа, этноблог в топе, мобилография, профессия будущего и знакомство с народами Якутии. Такие мероприятия необходимо проводить именно взаимодействии и с целью привлечения молодых журналистов. Молодых журналистов для того, чтобы привлекать к тому, чтобы они выбирали для себя профессию журналиста и для того, чтобы освещали как раз вопросы, связанные с продвижением языков, культур, национальных культур народов, которые проживают у нас на территории республики. Ну а в нашей компании НВК «Саха» открылся новый гараж вместимостью более 20 машин. Объект площадью порядка 500 квадратных метров имеет отдельную комнату как для водителей, так и для диспетчеров. В скором времени здесь появится сервисное оборудование для ремонта техники. Таким образом, улучшатся условия труда. В торжественном открытии нового объекта приняли участие руководство, работники разных структур и, конечно же, водители НВК «Саха», без которых работа вещательной компании невозможна. Ну, новый гараж, он рассчитан для наших 20 машин. Ну, еще и другие будут машины ставить, такие более эти, как спецмашины. У нас здесь комната отдыха есть, диспетчерская, туалет теплый, душевая там есть. Ну, вообще все чин-чинарем у нас. Ну, отлично, короче, видно, что гараж есть гараж. Старый это был... Мучение было с воротами, со всеми этими. Сейчас цивилизация. Всем еще раз доброго утра. Вот мы делимся с вами и нашими новостями. Ну и, конечно, далее. В конце этого года главой Якутии принято решение увеличить в 2 раза размер республиканского материнского капитала «Семья» при рождении 3-го и последующего ребенка. И про эту тему более подробно мы сейчас поговорим с нашим гостем в студии. Это Даяна Гаврилева, специалист клиентской службы Центра «Мои документы». Даяна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что так рано к нам пришли. Ну, расскажите, пожалуйста, когда вступит в силу закон? Может быть, он уже действует? Как, кто будет получателем, куда потратить, ну, все в подробностях, нам очень интересно. Да, недавно на сайте Министерства труда и социального развития Республики Саха-Якутия вышла новость о том, что со следующего года планируется увеличение республиканского материнского капитала «Семья» в 2 раза. На данный момент материнский капитал составляет 151 690 рублей. Со следующего года планируется увеличение до 300 тысяч рублей. Ну, то есть прямо с 1 января? Да. И, соответственно, на него будут иметь право родители детей, которые с 1 января 2024 года... Ну, республиканский материнский капитал, он полагается женщинам, родившим или усыновившим 3-го ребенка или последующих детей, начиная с 1 января 2011 года. Там требуется российское гражданство, а также постоянная прописка в Якутии в течение 5 лет. Скажите, пожалуйста, а какие документы маме нужно предоставить, чтобы получить материнский капитал? В зависимости от услуги, если на оформление
республиканского материнского капитала, то необходимо удостоверяющие личность документа, это паспорт Российской Федерации, да, свидетельство о рождении, также подтверждение прописки, если в паспорте указано. Если не указано полностью, то орган делает межведомственный запрос. Так, и свидетельство о заключении брака, если есть. То есть этих документов, в общем-то, достаточно. Да, Это достаточно. основные документы, которые нужны, ничего дополнительно запрашивать не нужно. Да. Скажите, пожалуйста, может быть, его можно получить как-то в электронном виде? Да, республиканский материнский капитал на получение и на распоряжение средствами капитала можно подать электронно через региональный портал госуслуг Е-Якутия. Также можно подать через МФЦ. В случае подачи через МФЦ рекомендуется заранее записаться на сайте МФЦ или по номеру телефона 8 800 122 16. Ну, напоминаем, что, наверное, можно проконсультироваться, если Да. вдруг не приходить в такие морозы, а позвонить вам. Да, проконсультироваться можно как вживую МФЦ, либо по номеру телефона единого колл-центра, или же на сайте МФЦ через виртуальные помощники. Ну, наверняка всех интересует, куда можно потратить материнский капитал, куда эти средства могут быть направлены. Республиканский материнский капитал имеет несколько направлений. Во-первых, это на улучшение жилищных условий, а также ремонт жилья, на получение образования ребенка или детьми, на получение высокотехнологичной медицинской помощи ребенка. Сюда входит медицинская реабилитация ребенка и санаторно-курортное лечение, включая за пределами Республики Саха-Якутия. Сюда входит также оплата проезда ребенка и сопровождающего его лица. Также на приобретение транспортного средства, на развитие личного подсобного хозяйства. Сюда входит также приобретение сельскохозяйственной техники и на подключение индивидуального жилого дома к сетям инженерно-техническим снабжения, то есть газоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение, водоотведение и водоснабжение, и приобретение необходимых для этих целей оборудования. Ну, то есть, получается, достаточно широкий Да. список, на все основные проблемные моменты можно направить. То есть для нашей республики это очень актуально. А можно ли использовать одновременно? То есть у нас есть республиканский материнский капитал, есть Российская Федерация предоставленный материнский капитал. Вот как-то одновременно сумму скооперировать и, например, на приобретение, улучшение условий жилья. Да, если заявитель подпадает под все условия предоставления материнских капиталов, то он может подать одновременно на несколько сразу материнских капиталов. А заявление по каждому направлению отдельно, да, оформляется? Да, заявление по каждому отдельно, как на оформление, так и на распоряжение. На оформление целевой капитал десятилетия и федеральный материнский капитал назначаются проактивно. То есть в личный кабинет заявителя женщины приходит уведомление о том, что ей назначен капитал материнский. Ну, то есть можно в госуслугах все посмотреть. Да. Спасибо большое, очень полезная информация. Я думаю, всем было интересно. Огромное спасибо, что пришли. Ну и несколько слов нашим телезрителям. Всем хорошего дня. Также желаю хороших именно, чтобы с документами все было в порядке, крепкого здоровья и с наступающими праздниками. Огромное спасибо, Даяна, за пожелания. Обязательно, я думаю, мы все к вам обратимся. Такие у нас замечательные специалисты с таким прекрасным настроением с утра. Еще раз спасибо, что пришли. Спасибо. Дорогие друзья, мы продолжаем делиться хорошим настроением, а также интересной информацией. Итак, интересный факт. Вы, например, знали, что именно в этот день, ровно 23 года назад, в 2000 году, 6 декабря, впервые были опубликованы результаты эксперимента, при котором был получен 116-й элемент таблицы Менделеева – ливерморий. Первоначальное название – унугексий, по-моему, последующее лучше. Однако официальное открытие ливермория было признано лишь в 2011 году. Все мы знаем это выдающего химика, ученого, который создал таблицу периодическую систему химических элементов. Какие еще знаменательные сегодня события, узнаем из нашей постоянной рубрики. На календаре 6 декабря. Сегодня отмечают День рождения Санта-Клауса, День памяти великого князя Александра Невского, День «Надень свои ботинки», День гаспачо, День елки с варежками. По народным традициям в этот праздник чтят память святителя Митрофана Воронежского, епископа.
В этот день устраивали народные гуляния. Люди развлекались катанием на санках, готовили праздничные блюда, пироги и пиво. Вечером проводили игры и забавы, а молодые девушки гадали на будущих женихов. Считалось, что дети, рожденные в этот день, становились прекрасными охотниками. Люди следили за луной. Если она была четкой и с рожками, то считалось, что зима будет студеной. События в этот день. Татаро-монгольское войско ворвалось в осажденный Киев. Первая экспедиция Колумба открыла остров Гаити. В этот день произошел государственный переворот в России, в результате которого императрицей стала Елизавета Петровна, дочь Петра I. Был открыт Ливерморий – химический элемент с атомным номером 116. В этот день родились Жозеф Луи Гей-Люсак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель. Николай Огарев, русский поэт, публицист, революционер. Фридрих Мюллер, немецкий и английский филолог, востоковед. Николай Баталов, советский актер театра и кино, заслуженный артист РСФСР. Тулио Кралли, итальянский художник-футурист, один из основоположников аэроживописи. Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, русский писатель, академик. Владимир Наумов, советский и российский режиссер, сценарист, педагог, народный артист СССР. Михаил Евдокимов, советский артист эстрады, актер, заслуженный артист Российской Федерации, государственный деятель. Александр Балуев, советский и российский актер театра и кино. Именины сегодня отмечают Ян, Федор, Теодор, Серафим, Митрофан, Иван, Елизар, Григорий, Борис, Алексей, Александр. Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Совсем скоро у нас праздники, поэтому каждый день особенный. Вот у нас даже кружки особенные в студии появились. Итак, делимся последними новостями. Совсем скоро Новый год и Рождество, конечно. И мы не можем не поделиться новостями из мира, а именно как проходят предновогодние будни. Так, благотворительный рождественский забег Санта-Клаусов прошел на Домской площади в Риге в воскресенье 3 декабря. На кадрах участники в праздничных костюмах преодолевают дистанцию в 2 километра по заснеженным улицам столицы Латвии, а также пробуют еду и танцуют у рождественской ели. Благотворительный забег Санта-Клаусов прошел в городе в 16-й раз. Присоединяться к акции может любой желающий для символическую плату. Традиционно все вырученные из забега средства пойдут в программу «Мобильный центр здоровья», предоставляющий бесплатные медицинские консультации детям. В этом году сумма сбора составила 14 300 евро. Это 1 415 000 рублей. В 2022 году в акции приняли участие более 450 желающих, благодаря которым удалось оказать более 4000 врачебных консультаций для маленьких пациентов в отделениях региона Латвии. Вот такие замечательные предновогодние новости. Также в крупных городах мира начали открываться рождественские ярмарки. Например, в Софии, столице Болгарии, у сияющей огнями елки настроение детям поднимает Санта-Клаус, а неподалеку вырос целый лес из маленьких рождественских елей. Все богато украшено игрушками, дождиком и гирляндами. Настроение сказочное. Праздничный сезон пришел в Баварию на главной площади в Нюрнберге. Открывается рождественская ярмарка, одна из крупнейших в Германии. Все начинается с традиционного спектакля. На балконе церкви появляется Крискинд, младенец Иисус. Его роль играет девушка в наряде ангела. Баварцы верят, что подарки детям приносит не Санта, а Крискинд. Он влетает в дом через окно и оставляет дары под рождественской елкой. На площади работают 170 киосков. Здесь можно купить рождественские деревянные украшения и стеклянные елочные игрушки, а также традиционные нюрнбергские пряники и жареные колбаски. Между тем, целый пряничный город построили к Рождеству британские архитекторы. Вот у нас маленький чайничек, а у них целый город. Здесь яркие домики и мосты, и поезда, и даже стадион, вдохновленный римским Колизеем. Все это можно увидеть на рождественской выставке в торговом центре Устфилд в Лондоне. В этом году тема проекта «Вода». Для воплощения своих идей архитекторы использовали пряники, крем, леденцы и мармелад. И, как отмечают архитекторы, хотя весь город создан из сладостей, съесть его, к сожалению, нельзя, так как все очень твердое и фундаментальное. В проекте участвовали 100 специалистов. Выставка продлится до 7 января. Потом все творения раздадут на память архитекторам.
Вот такая замечательная новость. Смотрите, как везде все ярко, красочно. Ничто не помешает сделать что-то волшебное и у вас дома. А вот в Германии святой Николай под водой кормит рыб. Это вообще удивительно. И даже акул. Такое увидишь не каждый день. Но в океанариуме Sea Life в Мюнхене это стало рождественской традицией. Так здесь поднимают настроение гостям. Как отмечают работники океанариума, здесь самое большое разнообразие акул. Есть акулы-зебры, есть черноперые рифовые акулы, есть серые рифовые. Это довольно крупные рыбы, очень впечатляющие, отмечают они. В немецком фольклоре Санта-Клаус предстает в традиционном образе святого Николая. Сопровождает его неизвестный спутник Некет-Рупхет. Задача слуги – дарить непослушным детям вместо игрушек и сладостей просто уголь и камни. Ну а послушных радовать, конечно, подарками сам святой Николай. Это просто удивительные новости, самые яркие, самые интересные. От предновогодних праздников не отказывается и у нас. Так, в Ленском районе прошла ярмарка-акция встречи зимнего месяца, где каждый ленчанин смог проучаствовать в приближении Нового года и почувствовать дух праздника. Посмотрим об этом подробнее. Новогодняя история Ленска, зажжение ретро-елки, квесты, ярмарка, мастерская новогодних подарков, предсказания, фотоконкурс и, конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Встретили зиму интересно в историко-краеведческом музее. В этом году акция проводится впервые. У нас идет упор на советский период. То есть вы обратили внимание, что у нас есть фотовыставка, новогодние костюмы советского времени, черно-белое фото, елочку живую, настоящую, которую мы украсили тоже, конечно же, советскими игрушками. И вспомнили, как у нас плетутся цепочки моего детства со звездой на маковке. В общем, ретро-елочка. Настроение и у взрослых, и у детей было праздничным. Они с удовольствием принимали участие в конкурсах, квестах и викторинах. Ребята не отходили от Деда Мороза, пели ему песни и рассказывали стихи. Некоторые даже по несколько раз. Еще природа не проснулась, но сквозь редеющего сна весну послышала она, и ей невольно улыбнулась. На мастер-классах по изготовлению елочных игрушек не было свободных мест. Юлия Елисеева под руководством ленской мастерицы делала елочку из ваты. Я делаю елочку из ваты, потом я повешу ее в свою комнату. Сложно? Нет. Виктория Киричок в этот день организовала мастер-класс по росписи елочной игрушки из гипса. Выбрать можно было любую понравившуюся заготовку и раскрасить ее, как позволит фантазия. Мы взяли такой вариант легкий. До этого у нас был опыт, мы брали такие более сложные. Мы поняли, что детям нужно быстренько и просто, и главное, что своими руками. Екатерина Суянка вместе с дочерью делали новогоднюю игрушку из фетра. Педагог рассказывала девушкам, как правильно соединить 24 заранее подготовленные полоски с помощью нити и иголки. Последним штрихом был небольшой колокольчик и бусина. Нам очень нравится, ведь детки с удовольствием идут на них. Все, что сделано своими руками, запоминается и долго хранится. Это известно всем. Также проводились мастер-классы по изготовлению новогодних магнитов и скетчингу. А еще гости искали пару. При входе каждому была выдана небольшая бумажная рукавичка. Из 50 пар одинаковая только одна. Победители получили приз от организаторов. За 2 часа мероприятие посетили более 700 человек. По счастливым лицам ленчан сразу было понятно – новогодняя история удалась. Пожелание только одно – проводить такие акции чаще. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. Всем доброго утра, хорошего настроения. И, конечно, самое важное перед праздниками – это что? Не разболеться. Итак, прямо сейчас рассказываем, какой же есть волшебный напиток, который порекомендовала терапевт филиала израильской клиники в международном медицинском кластере Сколково Яна Гончарова. Итак, этот напиток – что? Конечно, это отвар из шиповника. В нем много витамина С, он очень полезный. Нужно, как говорит специалист, соблюдать водный баланс, то есть питьевой режим во время болезни. Обязательно пить от 1,5 до 2 литров, желательно не воды, а именно что? А именно напитка, да, потому что вода, она немножко по-другому действует на человека, ведь во время болезни у нас что, повышенная температура, мы теряем много влаги с потом, да, у нас выделяется слизь, все это плохо влияет на организм, поэтому чем больше вы правильно
питаетесь, чем больше вы правильно пьете. В данном случае, как говорит специалист, это морс, это отвар из шиповника, да, это все повлияет на ваше здоровье, поможет быстрее восстановиться. Также отмечается, что для восстановления необходимо соблюдать не только питьевой режим, но и правильно питаться. В данном случае рекомендуют всеми известный с детства, что, конечно, бульон. Белки – строительный материал для создания антител, активации иммунных клеток, поэтому бульон также поможет преодолеть болезни и восстановить после нее силы. Но специалисты отмечают, что нужно это делать сразу. Только почувствовали, что заболели, сразу начали правильно питаться и, конечно, соблюдать питьевой режим. Не болейте, пожалуйста. Ну, а мы продолжаем интересную тему о здоровье, о правильном питании. В Госдуме призвали Роспотребнадзор проверить качество питания в школах. Передает РИА Новости. Комитет по охране здоровья и Комитет по контролю направили обращение в Роспотребнадзор с просьбой провести мониторинг качества питания учеников начальных классов и рассказать о мерах, которые принимает ведомство для контроля ситуации, сообщил депутат Госдумы Тамара Фролова. Обращение было направлено по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина. Здоровая нация начинается со здоровых детей, а здоровье детей напрямую зависит от качества питания, в том числе в школах. Особенно важно, чтобы самые младшие школьники, ученики начальных классов получали полноценное, сбалансированное и качественное питание, добавил парламентарий. Все это очень важно, нужно правильно питаться, дорогие друзья, нужно следить за своим здоровьем, поэтому прямо сейчас несколько полезных советов в рубрике «Мой доктор». Доброе утро! Инсульт является острым нарушением мозгового кровообращения. Оно наступает при закупорке или разрыве сосудов головного мозга. Нарушается кровоснабжение мозга, нейроны голодают и погибают. В России ежегодно заболевают инсультом более 400 тысяч человек. В крупном городе ежедневно происходит 100-120 случаев заболеваний. Большинство больных становятся инвалидами, причем до 30% получают тяжелую группу инвалидности. Именно поэтому необходимо как можно быстрее восстановить нормальное питание нейронов. Это остановит их дальнейшую гибель, поможет легче перенести болезнь и быстрее восстановиться. Первые признаки инсульта развиваются неожиданно. Лицо, руки, ноги с одной или обеих сторон немеют или слабеют. Человек начинает хуже видеть одним или обоими глазами, сознание путается. Человеку трудно поддерживать разговор, понимать вопросы. Ходить становится проблематично. Кружится голова, нарушается равновесие. Без видимых причин начинается сильная головная боль. Пациенту очень важно попасть к медикам в течение первых 2 часов. Это называется золотой период, чтобы снизить риск возможных последствий. Чтобы убедиться, что вы действительно видите симптомы и признаки инсульта, проведите простой тест. Попросите человека улыбнуться. Губы обвисают с одной стороны. Посмотрите на руки. Попросите человека поднять их. Одна из них опускается вниз сильнее другой. Обратите внимание на речь. Попросите сказать простое предложение. Речь неразборчивая. Увидели что-то из перечисленного, немедленно звоните по экстренному номеру скорой 103. Чтобы врач мог оказать первую квалифицированную помощь при инсульте более качественно, обязательно запомните и назовите, какие симптомы присутствуют у пострадавшего. Человеческое здоровье очень хрупкое, а сердце и мозг являются самыми важными органами. Любые патологии в них очень опасны. Спасти человека можно, если оказать необходимую квалифицированную медицинскую помощь в течение первых 2 часов. Поэтому так важно уметь определить инсульт до приезда врача. Будьте здоровы!
Всем еще раз доброго утра, хорошего настроения. Обязательно, конечно, будьте здоровы, следите за своим здоровьем. Перед праздниками так важно быть не только в хорошем настроении, но и обязательно прекрасно себя чувствовать. Ну, вообще, перед праздниками много чего хочется. Хочется посидеть с рождественской книгой, хочется отдохнуть, чаще бывать дома. Кстати говоря, вот чаще бывать дома. Дома же тоже хочется быть такой красивой и нарядной перед праздниками. Как это сделать, узнаем из нашей постоянной рубрики «Советы стилиста». Доброе утро, друзья! С вами я, стилист Бронислава Мэй. Сегодня мы с вами поговорим про домашнюю одежду. Конечно, все начинается с дома, с того места, где мы больше всего проводим время со своими близкими. То, как мы выглядим дома, всегда влияет на наше самоощущение, на то, как продолжится наш день. Ну и, конечно, то, как он закончится, потому что вечер вы тоже проводите дома со своими близкими. Я рекомендую обратить внимание на свою домашнюю одежду с целью того, чтобы создать себе комфортный гардероб для дома. Домашняя одежда – это не всегда что-то такое ляпистое и странное. Вы можете сами составлять свой домашний гардероб и приобретать вещи даже в простом магазине одежды. Но на что стоит обратить внимание из большого ассортимента магазина женской одежды, сейчас я вам покажу. Конечно, мы всегда с вами обращаем внимание на трикотаж. Это могут быть трикотажные топы, всевозможные свитера или брюки. Именно такие вещи будут комфортными. Выбирайте размер, в котором вам будет комфортно находиться дома. Возможно, это будет размер на 1-2 больше вашего. Также для дома идеально подойдет хлопок. Вы можете выбрать белую футболку, можете выбрать футболки разных цветов. Помните вам то, что домашняя одежда тоже должна меняться часто и выглядеть хорошо, потому что то, как вы выглядите дома, это то, как вы к себе относитесь. Белевой стиль давно внедрился в гардеробы девушек. Подобного плана платья есть у многих. Такие платья вы можете носить дома в сочетании с футболкой, с топом или же просто как самостоятельный предмет гардероба. Такой сарафан, такое белевое платье отлично будет смотреться на девушках, которые любят более женственные образы, даже дома. Вы можете дополнить его длинными гольфами крупной вязки или красивым кардиганом. Объемный кардиган – это хороший вариант для частного дома. Такой кардиган согреет вас уютными вечерами. Вы можете носить его как с белевым платьем, которое мы видели ранее, также хорошо он будет смотреться с трикотажными брюками и брюками из атласной ткани. Трикотажный костюм также хорошо подойдет для носки в прохладную погоду. Такой трикотажный костюм вы можете сочетать с объемными мягкими тапочками, он будет смотреться замечательно. Также обращайте внимание на размеры и цвет. Цвет вы можете выбрать, например, под цвет интерьера, в котором вы живете, или же тот, который вы особенно любите. Платье из сатина отлично подойдет и для повседневной носки, но мы же не забываем про то, чтобы выглядеть и дома красиво. Такое платье можно выбрать в альтернативу атласному халату. Посмотрите, как оно классно выглядит. Я рекомендую его носить как накидку в сочетании с брюками и топом, или же как самостоятельный предмет гардероба. Завязав пояс, добавив элегантные тапочки, вы можете встречать своих гостей уже в эти выходные. Домашняя одежда должна быть дышащей и, конечно же, должна легко стираться. И у вас должно быть как минимум 3 комплекта для смены, потому что именно домашняя одежда морается чаще и процент ее износа очень высокий. Обращайте внимание на ткани, в составе которых есть синтетические материалы, потому что именно они повышают процент износа и не дают застираться вещам. Платья много не бывает. Платье для дома – это прекрасный вариант того, чтобы поднять себе настроение и чувствовать себя женственно и легко. Помните, что люди, с которыми вы живете, у них тоже есть глаза, и они будут рады видеть вас в прекрасном наряде. Выглядеть нужно всегда прекрасно. Мы продолжаем. В этом году 115-летие со дня образования отмечает Якутская бактериологическая лаборатория республики. Ровно 115 лет тому назад в регионе начали проводить научные исследования по ветеринарной медицине. И в честь этой знаменательной даты завтра в столице Якутии открывает свою работу научно-практическая конференция по теме достижений и проблемы ветеринарной медицины на Крайнем Севере. И более подробно об этом и о достижениях этого направления медицины мы сегодня поговорим с нашим гостем в студии. Это доктор биологических наук, исполняющий обязанности директора Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени Сафронова
Михаил Михайлович Чаросов. Доброе утро. Здравствуйте. Михаил Михайлович, очень интересная тема. Наверное, вот я сейчас задумалась, что я ничего не знаю истории ветеринарии именно на территории республики, вообще на севере. Расскажите, пожалуйста, самые интересные факты, которые вы в ходе изучения установили, и вообще все, что прозвучит на конференции, кратко. Может, даже это и хорошо, что люди сейчас не понимают некой опасности ветеринарных инфекций, которые были раньше. И я могу сказать такие практически ужастики, когда в конце 19-го, начале 20 века это трупы не только животных, но и людей валялись по Якутску. Это были те инфекционные заболевания, которыми боролись ветеринары. И причем поначалу это было 1853 год. Один человек, Вальдемар Гольдман, он боролся и был один больше 30 лет. А в дальнейшем была создана система такая практиков ветеринаров 1897 год, но научных исследований не было. И только когда пошли выпускники Дербского ветеринарного института, это один из первых ветеринарных институтов вообще в нашей стране, в то время Российской империи, и была поставлена такая задача, нужна лаборатория. К тому моменту уже некоторые лаборатории были, но они все были в европейской территории. И она появилась, и началась борьба с практически рекомендации, захоронение, все, обработка, это санэпид. В то время вообще профессия врача и ветеринара это была одна фактически. И Гольдман возглавлял даже городскую больницу, это здравоохранение. Такое время было, и это было такое время, по которому, например, по статистике, по 25 год, с 17-го, больше 16 тысяч жителей Якутска умерло. От заболеваний, которые связаны были в том числе с животными, но, конечно, там и брюшной тиф и так далее. Это было то время, когда вы уже не помните, мы тоже не помним, а в реальности биобезопасность, она всегда была на высоком таком социальном уровне, и первые структуры, которые начали создаваться в области академической науки, исследований, потому что Москва далеко, там сыворотки, все вакцины, прививки, это все было очень далеко, и надо было здесь создавать на месте производства. И в 1908 году по инициативе тоже выпускника Дербского университета Сергея Грюнера, конечно, там вышестоящие структуры создавали, вплоть до Столыпина, давали разрешение, чтобы губернатор Граф открыл лабораторию. И эта лаборатория потом разделилась на две составляющие, научную и производственную. И производственная сейчас это Якутская ветеринарная лаборатория, известный ЕРВИЛ сокращенно. А научный компонент это наши подразделения внутри комплексного института сельского хозяйства. То есть у вас такая масштабная история, которую вам удалось восстановить документально, подробно? В принципе, она была, но как-то взаимодействие с академическими историками в рамках ФИЦа, потому что у нас там 7 институтов, все объединились, их консультации, помощь по работе с документами очень сильно помогло. И сейчас мы фактически уже выходим на то, что якутская наука в виде таких маленьких ячеек, которые создавались еще до революционное время, мы сейчас утверждаем и на конференции это озвучим, мы являемся старейшей структурой в Сибири и Дальнем Востоке. Так и жизнь получилась, что немножко подзабыли, а если умело акценты расставить и доказательную базу выстроить архивами, которые у нас есть в Якутии, то можно доказать, что мы старейшие в Сибири и Дальнем Востоке. То есть мы можем смело говорить о том, что мы можем гордиться нашими учеными? Не-не-не. Надо все-таки проверить через конференции, через многих, в том числе, может, оппонентов, которые считают, что они более древние. Есть более древние структуры такие академического плана в европейской территории. Само собой, мы 300 лет Российской академии наук, на следующий год мы не претендуем на такой, но, само собой, интеллект был в европейской территории, в столицах. И постепенно шел в Сибирь, и академическая наука, вузы были созданы. Потому что сначала нужно создать базу, образовательный уровень, поднять. Потом там появляются люди, которые будут изучать творческие, новые вещи, и создавать новые сыворотки, новые вакцины, что это уже является новизной научной. Поэтому у нас сразу вопрос, а что такого нового мы изобрели? Предположительно пока что. Вообще общая теория создания всех и растительных, и животных организмов, которые мы используем в практике, это некая географическая ориентированность.
То есть мы, вот даже в медицинских целях, мы должны использовать те препараты, которые адаптированы к нашей местности, микроорганизмы, которые вокруг нас обитают, а не какие-то привнесенные. Вот сейчас много говорится о импортозамещении. То есть, в принципе, академическая наука везде в регионах, она в этом направлении работает. То есть необходимо, чтобы препараты были использовали наши микроорганизмы, которые в наших почвах, в нашем воздухе обитают. Растения, которые приспособлены к нашему короткому вегетационному периоду. Ну, в тот период-то вообще реалии были такие, что ученые в принципе не могли бороться с чем-то издалека, пока это доставят, уже будет поздно. Это было очень. Поэтому вот какие-то разработки остались, информация о том, что были... Ну да, вот как раз Неустроев Михаил Петрович, это ведущий ветеринар республики, ученый, заслуженный деятель наук Российской Федерации, заслуженный изобретатель Российской Федерации одновременно, человек инновационный, он будет рассказывать про такую содержательную часть. И мы разделили, что я рассказываю такую историко-юридическую, такого, там это связи с историческими этапами, а он рассказывает по содержанию, чем реально занимались ученые, пускай их немного было, но они уже занимались производством новых вещей, которых в тот момент надо было адаптироваться под новый. Ну, потому что окружение было такое, 16 тысяч умерших от различных типов, в том числе там сибирская язва, бешенство и другие болезни. Надо было с ними бороться. Ну, то есть мы, в общем-то, узнаем о героях, которые спасали жизни в том историческом периоде. Да. Ну, поговорили о истории, очень интересно, вас можно слушать бесконечно, но, к сожалению, время ограничено, поэтому сейчас мне хочется узнать, а что же будет на конференции, кто участники, что по итогам, как это все будет проходить, какие основные этапы на конференции будут рассмотрены. Ну, уже исторически мы ознакомились, практически тоже вы озвучили, а что будет еще? Ну, вообще, на самом деле, любая конференция — это некое подведение итогов, и вперед должны посмотреть. Мы открываемся завтра молодежным блоком в нашем аграрном университете, а основная пленарная часть будет у нас после обеда в Якутском научном центре, и там будут участвовать в дистанционном формате, очно, специалисты, в том числе 3 академика Российской академии наук. Они будут рассказывать про те свои исследования, которые они проводят. Особенно я хотел бы выделить Доченко Александра Семеновича. Это академик РАН, который долгие годы возглавлял вообще всю сибирскую науку в сельском, это сельхознаправление. Он будет докладывать. Это вообще историк ветеринарной науки в целом, не только, наверное, по стороне России, но и в мире. Есть отдельный язык. Но мы ему подбрасываем материал. Если он нас послушает и впишет в свои учебники и монографии, которые он делает, это уже знак признания, потому что мы изучаем только кусочек, а в целом систему рассматривать. Но мы посмотрели материалы, насколько возможно. У него все равно больше кругозора и больше опыта. Он академик РАН, поэтому мы ждем сообщения, пообщаемся. Ну, вроде бы он оценил нашу конференцию, и такой подход, что 1908 год, 115 лет в названии стоит, реакция положительная. Спасибо огромное, что поделились новостями. Очень интересно. Я думаю, что все, кто вскользь хотя бы заинтересован в данной теме, отнесутся с уважением и с интересом к конференции. Но мы, конечно, как обыватели, ждем, когда сможем говорить, что у нас замечательные специалисты и что мы огромный вклад в лице их работ тоже в историю ветеринарии Российской Федерации внесли. Еще раз успехов на конференции. Спасибо большое. Спасибо, что пришли. Дорогие друзья, мы продолжаем. Прямо сейчас последние новости. Якутия, доброе утро. Сейчас смотрите блок новостей. Медиагруппе «Сетим» исполнилось 20 лет. Провели торжественное мероприятие в честь юбилейной даты. Поздравить юбиляров пришли представители правительства, коллеги, журналисты и, конечно же, читатели. За 2 десятилетия работы медиагруппа зарекомендовала себя как один из лидеров медиарынка. Благодаря усилиям холдинга проведены и установлены российские и мировые рекорды. Начиная с возрождения газеты «Кым» и заканчивая созданием специализированных изданий, компания внесла особый вклад в развитие отечественной журналистики. Так, многие работники медиагруппы получили заслуженные награды.
До 2019 года я являлась генеральным директором медиагруппы сети. Сегодня, несмотря на то, что за эти 20 лет очень много изменилось в нашем медиасообществе, вообще на рынке медиауслуг, медиагруппа сети доказала свою жизнеспособность. Общий совокупный тираж наших изданий превышает 20 тысяч изданий. Ну, хочется отметить, что газета еженедельная КИМ выходит тиражом 17 тысяч. Карьерный Open Space «Твое пространство развития» пройдет в Северо-Восточном федеральном университете 8 декабря. На мероприятии студенты и выпускники получат консультации работодателей. Так, работу проведут по 3 трекам: «Быстрый старт», «Здесь и сейчас» и «Бери и внедряй», в рамках которых организуют ярмарку вакансий и консультации специалистов по карьере. Ключевая цель мероприятия – сформировать условия для доверительного общения и взаимного выбора обеих сторон, а также дать студентам возможность определиться в разнообразии траектории развития карьеры. Для представителей районов это возможность повысить лояльность со стороны студенческой аудитории, транслировать свои ценности будущим соискателям, говорится в сообщении. В Якутске продолжается межрегиональный форум о сохранении эпического наследия и сказительства. Представители 6 народов приехали в столицу республики для обмена опытом и укрепления сотрудничества. Накануне все конкурсы и мероприятия были посвящены декоративно-прикладному искусству, художеству, музыке и творчеству. Также открыт молодежный фестиваль «Эпосы мира на земле Улан-Хо», в рамках которого пройдут интереснейшие эксперименты, мастер-классы и конкурсы. Участники форума – ученые, фольклористы, этнографы, исследователи, народные музыканты, мастера, педагоги, студенты из Якутии и 5 регионов России, а также Казахстана и Киргизии. Одно из ярких событий фестиваля – это конкурс костюмов персонажей из Улан-Хо. Я представляю богатыря Нижнего мира Кас Басладар Качан. Ну, как вы можете заметить, у меня, ну, так сказать, морской монстр, ну, морское чудовище. Вот. И в эпосе я являюсь одним из богатырей Нижнего мира, который пришел, чтобы посвататься с красавицей Туналгако, с красавицей Среднего мира. Якутский нож стал первым региональным брендом, зарегистрированным в качестве географического указания в республике. Об этом сообщила СН Николаев в своем официальном телеграм-канале. Так, Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент зарегистрировала географическое указание и предоставила исключительные права на его использование. Все члены общественной организации «Союз кузнецов» теперь имеют право использовать такое географическое указание. Наши кузнецы давно об этом мечтали. Это, в первую очередь, позволит защитить их изделия от контрафакта. Ведь изготовленные у нас в Якутии ножи – это гарант качества, написал глава. На открытом показе в Якутске представят фильм «Жизнь в табуне». Дебютная картина Матрёны Кашкиной призвана познакомить зрителя с повадками и жизнью лошадей в их естественной среде обитания. Саундтрек фильма представлен звуками аутентичных музыкальных инструментов в исполнении семьи Баттаховых. Фильм продолжительностью 50 минут носит просветительский характер и впервые выходит на широкую публику. Участникам мероприятия предоставляется возможность не только посмотреть фильм, но и пообщаться с авторами, узнать больше о процессе съемок. Показ намечен на 7 декабря. К текущему часу это все новости. Всего доброго и удачного дня. Как всегда, у нас самые интересные новости о самых талантливых людях нашей республики. Наша землячка Полина Миклеук живет в Румынии, в городе Яссы. В своем личном блоге Полина рассказывает о семейной жизни, путешествиях, а ее курсы по финансовой грамотности пользуются большим успехом по всему миру. Любовь к чтению у Полины с раннего детства, которая привела ее к осуществлению еще одной мечты – выпуску книги сказок. На презентации побывала наша коллега Катерина Винокурова. Полину Миклеук в Якутии знают многие. Девушка ведет свой блог о путешествиях, организует авторские туры, а также курсы по финансам и инвестированию. Как признается сама девушка, именно книги – ее лучшие учителя, благодаря которым она добивается успеха во многих сферах. Выпустить сборник сказок для Полины стало зовом души. Каждая история в ней рождалась в путешествиях. Я рассказываю очень много сказок своим детям. Каждый вечер мы читаем сказки. И в какой-то момент я поняла, что вот я бы хотела рассказывать не это. И как-то мы были на экскурсии в Коста-Рике,
И я придумала сказку, чтобы детей увлечь, чтобы они не убегали, там, да, чтобы с интересом они ходили по этой ферме и смотрели. И вот первая сказка в этом сборнике, она из Коста-Рики, это как раз то, что я рассказала своим детям. Также мы путешествовали в Мачу-Пикчу в Перу, и я придумала тоже другую сказку. Перед сном они постоянно у меня просят: расскажи вон ту сказку, а вот про эту не хочу, расскажи про Алоиса и Санчо. Вот это их любимая сказка про Алоиса и Санчо, потому что они же два брата, у меня два сына, и они постоянно спрашивают: а почему они поссорились? А почему он ушел? А почему они помирились? А любовь к чтению Полине привила мама. В детстве девочка перечитала всю классическую литературу, а начинала свой путь в мир книг с Александрой Марининой. Она с детства росла любознательной, и она сама хотела читать. Поэтому мы рано ее... Уже в 2 года она знала почти весь алфавит, все буквы, и уже к 4 научилась читать по слогам. А в 5 лет она уже читала бегло. Научила я, в принципе, я, потому что стала ей рассказывать про книгу Марининой. Я любила тогда читать детектив Александры Марининой и рассказываю. Вот такой сюжет, и конец не рассказывая. И она говорит: ой, а мама, что дальше случилось? Я говорю: вот тебе книга, дочитай. Я еще не читала, не успела, но ты первая дочитаешь. И вот ей было очень интересно, и она так научилась читать. И всю нашу библиотеку перечитала, которую домашнюю, и также записалась в библиотеку. Библиотека и стала местом презентации книги Полины. В зале собрались мамы с детьми, мамы-блогеры и друзья. Многие уже несколько лет подписаны на Полину в социальных сетях. И эта первая встреча стала для них долгожданной и очень волнительной. На Полину я подписана очень давно. Я с ней лично не знакома была. Сегодня вот впервые я увидела. Я решила то, что точно я сегодня должна к ней подойти, так как мы сказки полностью уже прочитали с детьми. Да, я заметила, что вы с сыном пришли, да? Ага, уже прочитали, уже успели? Да, уже прочитали. Я купила сразу летом, как только объявили продажи. И по вечерам каждый день мы потихо читаем. И хотела бы взять еще автограф у нее. Полина такой человек, что своими продуктами она помогает обществу. Она реализовалась как мама, да, и вот важным артефактом здесь является как раз-таки вот эта книга сказок, потому что это созидательный проект именно с точки зрения творчества. А женщина без творчества — это беда, как вы знаете, да. Вот с помощью этих сказок мы становимся ближе к своим детям. Какая-то вот связь устанавливается между нами, детьми. Книга выпущена в частном издательстве Натальи Игнатьевой. Отпечатана в типографии «Дел» города Новосибирска. Как говорит издатель, над подготовкой книги работала большая команда профессионалов, начиная от литературного консультанта, детского психолога, иллюстратора и до технического редактора. Детские книги требуют особого, более внимательного подхода. Они должны быть не только интересны детям, при их создании должны учитываться возрастные, психологические и другие особенности маленьких читателей. В сборнике сказок многое можно почерпнуть и нам, взрослым, чтобы не просто погрузиться в детство, а напомнить самому себе, замечать удивительное в простых вещах. И как герои сказок не забывать, что мы можем мечтать, творить, создавать, принося пользу обществу и миру. Я очень хочу донести для моих сыновей то, что важно для меня донести. И я начала это делать через сказки. Через сказки это делать легче всего. О том, что все достигается упорством, смелостью, фантазией, что любые фантазии, они могут стать реальностью, если над ними работать. Мне всегда очень тепло. Мне тепло встречаться с моей аудиторией, с моими читателями. Ощущение, вот я смотрю на всех, кажется, что я каждого знаю, как будто где-то видела. Но я знаю всех своих подписчиков, которые мне комментируют, пишут. Поэтому просто ощущение, что я всех их знаю, и мы встретились. Это здоровское ощущение. Я за этим приехала сюда. Ну и что бы вы хотели пожелать в итоге якутянам, зрителям? Никогда не предавать свои мечты. Никогда не предавать себя и свои мечты. Книгу Полины Миклеук можно приобрести в книжных магазинах Starbucks, Аяр, книжный маркет, Bookstories, магазинах «Сказка» и «Встреча», а также на сайте Полины. Катерина Винокурова, Иван Сорокаумов, Якутск. Вот такие теплые пожелания от такой талантливой девушки очень приятно получить с утра. Вообще стараемся делиться самыми теплыми новостями в такие морозы. Ну а прямо сейчас давайте немножко повторим прогноз погоды. Итак, в центральных районах сегодня температура воздуха минус 45, минус 53 градуса. В заречной группе температура 45-52 градуса холода. В южных районах 37-39 ниже нуля. В Вилюйской группе минус 46, минус 49. В Нижнеленских 38-47 градусов холода. В западных минус 43, минус 46. В
Колыма, Индигирской группе улусов температура воздуха минус 23, минус 49, в Янских 28-37, ниже 0. На северо-западе холодно 16-30 градусов. В городе Якутске сегодня активированный день. Температура воздуха в 6 часов утра минус 45 градусов. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Туман, будьте внимательны. Ветер слабый. Температура днем в городе Якутске минус 42, минус 44 градуса. Всем еще раз доброго утра. Завершаем потихоньку наш эфир. Дорогие друзья, напоминаем, что последние новости, хорошее настроение всегда в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь. Завтра будем дарить билеты за правильные ответы, поэтому можно подписаться сегодня, чтобы завтра с утра уже не торопиться. Также напоминаем, что мы ждем ваши новости, ваши интересные события, увлекательные видео. Вы всегда можете отправлять на нашу электронную почту. Все обязательно посмотрим, поделимся со всей республикой самым интересным. Но от себя хочется пожелать, чтобы ваше утро было добрым, хорошим, знаменательным. Вот, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, начинайте утро в нашей хорошей, теплой компании. Постараемся подарить вам как можно больше позитива, позитивной энергии. И еще раз напоминаю, что завтра будем дарить билеты. Поэтому завтра розыгрыш. Подписывайтесь на наш телеграм-канал. До новых встреч на Якутия 24.